Итак, сразу отмечу, что представитель Таджикистана серебряный призер чемпионата мира в этой же весовой категории до 62 килограммов. А вот казахстанский спортсмен Эсет Хуанов удостоился лишь бронзы. Поэтому чисто статистически небольшое преимущество имеет Хушкадам Хусранов. Безусловно, реванш за чемпионат мира попытается взять казахстанский спортсмен, но с точки зрения антропометрии даже именно у спортсменов синей самбовки есть небольшое преимущество. Но вот скорость Хушкадама, она всегда была отличительной чертой этого самбиста. И сейчас мы посмотрим, с каким багажом спортсмены подошли к этому поединку. 8 спортсменов было в этой весовой категории. Не так много, но, впрочем, это отличительная черта всего чемпионата. Об этом я уже говорил не раз. А в любом случае, слабых спортсменов здесь нет. Да и быть не могло. Хорошее движение демонстрирует представитель Таджикистана. Предупреждение Хушкадам получает. И вновь борьба за захват. Эсету Хуанову удалось в своей полуфинальной встрече закончить поединок досрочно за 3:53. А вот представителю Таджикистана пришлось бороться всю пятиминутку. Со счетом 3:1 он одолел своего противника. Евгений Савельев, естественно, выступающий за Россию, к сожалению, не пробился в финальный поединок. Более того, он даже не пробился в утешительные встречи и, к сожалению, не сумел завоевать даже бронзовую медаль. Тем временем еще одно предупреждение. Не еще одно, а просто предупреждение. Оказывается, в копилке спортсмена с синей самбовки. Предупреждение еще одно. Вновь Эсету Хуанову 2 подряд он получает. И сейчас 1 балл достается Хушранову. Знают друг друга спортсмены. И может показаться, что не очень высокие скорости. Хороший захват за пояс сейчас берет Хушкадам. Срывает, готовит свой прием. Тащит в сторону. Совершенно понятно, кто сейчас атакует, а кто обороняется. И похоже, что на данную секунду это устраивает обоих. Падение было на руки, и вот сейчас судьи, секунду посовещавшись, все-таки 1 зачетный балл отправляют в копилку, Хушкадама. Таким образом 2:0, и его преимущество в этом поединке увеличивается пока в арифметической прогрессии. Высматривает проход в ноги, причем ему через правую ногу казахстанского спортсмена. Аккуратно нужно быть на выходе. И с этим справляется Эсет. Безусловно, с точки зрения тактики Эсету нужно что-то менять. И в первую очередь менять общий вектор направления. Он должен стать атакующим борцом, если он желает получить золотую медаль. Очень открытая и ярая борьба за захват.
какую сторону сейчас попытается скрутиться Эсет, если он будет проводить свой прием. Узнаем через несколько секунд, но все-таки вновь оборона, и Хушкадам потихонечку, как говорится, как курочка по зернышку, идет к своей победе. Высокие стойки предпочитают бороться спортсмены. И вот в последний момент ныряет спортсмен, вниз один из спортсменов. И вот сейчас Эсет попытался провести бросок с упором скорее колена и практически из партера. Успеха ему это не принесло. Счет остается прежним, 2-0. Тем временем уже последняя минута вот-вот стартанет. Падение, и сейчас посмотрим, что показывает. 4 балла. Да, абсолютно верное, естественно, верное решение судей, потому что аккуратненько прихватил правой рукой левую ногу оппонента, и спортсмен рухнул на спину на 4 балла. Еще раз смотрим. Четкое падение на большую площадь спины. И тут же чуть было не попадает Эсет на повторный прием, очень похожий. Еще раз напоминаю, что по достижению 8 баллов встреча будет остановлена за явным преимуществом. — 27 секунд остается до конца поединка. И, если честно, все это напоминает игру в одни ворота. Причем нельзя сказать, что представитель Казахстана подсел физически. Нет, вот сейчас предупреждение еще одно получает представитель Таджикистана, но оно ни на что не влияет. Вот именно с точки зрения мастерства и класса упущена победа, несмотря на то, что 6-1 этот балл дисциплинарный. Так, время поединка закончено. Нет, похоже, что еще 2 балла за еще одно предупреждение получает Эсет. Счет 6-3 и 1 секунда до конца. Безусловно, поздравляем Хушкадама с прекрасным выступлением на этом турнире. Блестящая борьба в финальном поединке, академичная. Ничего не позволил сделать своему сопернику. Единственное, что вот такая расслабленность, конечно, может и, как говорится, до плохого довести. И нужно на будущее, безусловно, учитывать этот момент, что и 10 секунд бывает может хватить для того, чтобы соперник все перевернул с ног на голову. Тем не менее, Хушкадам Хушранов сегодня победитель, Эсет Куанов серебряный призер.